Добрый день. В эфире Нуантапан на русском. Гость программы – эксперт Центра исследований политики безопасности Самвел Меликситян. Добрый день, господин Меликситян. Спасибо большое, что приняли приглашение. В Армении прошла конференция, организованная Центром Урбели под общим заголовком «Установление мира и многостороннего сотрудничества». Я знаю, что вы приняли участие в панельной дискуссии, имели выступление, которое было посвящено вопросу роли Армении в открытии коммуникаций в регионе. Итак, вопрос, какие реальные перспективы вы видите в реализации проектов, которые касаются открытия коммуникаций, пожалуйста. Ну, роль Армении в открытии коммуникации, она очень важна, в том смысле, что в Армении в особенности ключевое расположение между Азербайджаном и Турцией. И вот коммуникации, которые идут из Азербайджана в Турцию, наоборот, они самые оптимальные маршруты, они пролегают через территорию Армении. Но за годы конфликта понятно, что выстраивались разные новые маршруты, в том числе обходящие Армению. И также за годы конфликта у нас деградировала также коммуникационная линия внутри Армении. Да, у нас исчезли две железнодорожные линии, которые раньше связывали Армению с Азербайджаном. Это, значит, одна линия это через Мегри, и вторая Ереван и Джеван-Казах, да, которая повреждена на нескольких участках, отчасти, часть инфраструктуры разграблена и так далее, и нуждается в капитальном восстановлении. Плюс у нас был там участок, где из-за селевого, из-за схода оползня, да, там у нас, около 2 километров дороги нужно полностью восстановить. То есть вот у нас за эти годы новая картина сложилась, но если мы открываем границы и начинаем выстраивать межгосударственные отношения, понятно, что самые короткие пути, например, из Азербайджана в Турцию идут через территорию Армении. Это даже не мигринский маршрут, это через северную часть Армении. Самый короткий путь из Ирана к портам Черного моря в Грузии, например, тоже через Армению. Это через железную дорогу Нахичевань. Армения, далее Грузия. И все это показывает также взаимосвязанность региона, потому что вот по отдельности все эти участки почти не имеют никакого смысла, а когда мы открываем границы, сразу выстраиваются разные комбинации. Да? Например, из Ирана можно через юг Армении и Азербайджан, через Нахичевань, юг Армении и Азербайджан поехать в Россию. Это так называемый вариант пути север-юг, да, в который тоже заинтересованы разные страны. Потом Россия с Ираном обсуждают эту идею больше 20 лет, около 20 лет, и никак не могут совершить строительство вот этого участка Решт-Астара, да, около 170 километров. А у нас практически готовая инфраструктура. Да? Вот если мы завершим мигринский участок, Азербайджан восстановит свои участки, у нас будет уже готовая линия. То же самое, в Грузию, то же самое Турция с Азербайджаном. И все, что связывает Турцию, Армению, Азербайджан, это еще самые такие оптимальные маршруты срединного, так называемого, коридора или любых, маршрутов из Центральной Азии к Ближнему Востоку и Средиземному морю. Вот все это именно исходя из этого, важна роль Армении географическая, но у нас, конечно, много проблем, как я сказал. Единственное, я хотела бы уточнить и попрошу продолжить. Это все планы или уже есть переговоры по этим вопросам? У нас уже Азербайджан открыл транзит для грузов в Армению, и прибыла первая партия зерна не из Казахстана, хотя вначале было объявлено, что из Казахстана, да, казахская партия еще едет в Армению, а вот из России уже, на территорию Армении попала эта партия зерна. Это очень важный, конечно, шаг, и армянская сторона, мы знаем, предложила свой ответный вариант разблокировки, и транзита между Турцией и Азербайджаном через КПП Маркара, Корнидзор. Азербайджанские эксперты, реакция, она негативна на это предложение. Почему? Потому что это не совсем оптимальный маршрут, да, особенно в зимний период, в зимнее время, потому что пересекают 2-3, горных перевала. Также это не самый короткий маршрут, да, если, например, из Маркары тоже поехать на север, да, вот КПП Каян,
Казах, да, это тоже иджеванская трасса. Этот путь где-то на 1,5 часа короче, чем то, что предлагается. Вот в этом случае проблема в том, что вот у нас есть 2 КПП всего на армяно-азербайджанской границе, которые можно задействовать. Это Корнидзор и Вартенис, да, Сотк, потому что раньше, до 2020 года, это было два пути, которые связывали Армению с Нагорным Карабахом. И, соответственно, кроме этого, у Армении нет сейчас готовых КПП. Но для того, чтобы подготовить другие КПП, прежде всего, если мы говорим об автомобильном транспорте, самое важное это вот северный участок Иджеван-Газах, нужно провести делимитацию на этом участке, нужно с 2 сторон построить где-то полкилометра дороги. И, конечно, это в принципе немного, это очень мало, и можно начать какие-то перевозки. На армяно-турецкой границе, если открыть Ахурик до Гукапы, это, то есть Гюмри-Карс, да, автомобильная трасса, в будущем также железная дорога, там тоже несколько километров буквально восстановить, и у нас будут уже готовые коммуникации. Но пока у нас это не готово, и это тоже больше политический, да, вопрос, потому что без согласования этих решений, особенно в случае с Азербайджаном, понятно, что ничего односторонне мы не можем. Просто построить дорогу или определить, где будет стоять это КПП и так далее, и так далее. Это потенциальные возможности, а реальные? Да. Ну, реальные возможности – это транзит, то, что мы имеем через территорию Азербайджана. Но он может в любой момент закрыться, опять же. Да, может закрыться, но у нас нет никаких гарантий, что как бы этот процесс будет только успешным, да, но уже положительный шаг, и каждый шаг, которым у нас происходит в армяно-азербайджанском процессе, мы, конечно, можем предположить, что он может завершиться чем-то плохим, но пока у нас вот динамика такая, что больше положительных таких шагов. Ну, пессимизм, он всегда пессимизм. Да. Ну, у нас опыт больше склоняет к пессимизму, но я думаю, если руководствоваться этим, ничего не произойдет. Да? Нужно вот делать такие шаги. Ущемляются ли таким образом интересы региональных игроков, в частности Грузии? Ну, отчасти, безусловно, потому что за эти годы у Грузии сформировалась монополия, то есть она пользуется монополией на транзит грузов из Азербайджана в Турцию, на транзит из Армении в Россию, из Армении в Европу. Из Азербайджана в Европу, она получает по льготной цене, например, газ, который перевозится по ее территории, значит, имеет хорошие, значит, инвестиции в свою экономику. И, безусловно, это в некоторой степени может беспокоить грузинскую сторону, но я полагаю, что если у нас будет полная деблокада, тоже, например, возможность Грузии через территорию Армении и Нахичеванской автономной республики выходить к портам Индийского океана, да, к заливу и так далее. Это тоже хорошие возможности. Плюс этим, скорее всего, будет пользоваться также Россия и опять отчасти через территорию Грузии. Поэтому мне кажется, что да, есть некоторое изменение ролей, если произойдет деблокада. Для Грузии это, скорее всего, в общей сумме несколько меняет ее роль и лишает монополии. Для Армении и Азербайджана открывает новые возможности. Спасибо. Следующая тема такая. Говорится о мире, армянская сторона говорит о мире, даже встречаются уже представители, или встреча была уже представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. Вы приняли участие в этой встрече. Ожидается ответная встреча на территории Азербайджана. Об этом мы чуть позже поговорим. А сейчас вопрос такой. А почему параллельно, одновременно Алиев делает заявления, которые в Армении расцениваются как территориальные претензии к Армении? В частности, вы знаете, вы и слушающие нас тоже знакомы с этим известным заявлением Алиева, что Сиван это не Сиван, Сиван это азербайджанское имело азербайджанское название, и, следовательно, интерпретируется это заявление, что Сиван – это азербайджанское озеро. Я не знаю, как озера могут быть какими-то такими, хотя у нас, мы считаем, что Арарат армянская гора, да, находится на территории Турции и так далее. Но вопрос в том, что Алиев говорил об историческом периоде, он говорил, что вот если открыть карты периода Российской империи, там можно увидеть
озеро Кёйча он назвал, но это современное азербайджанское произношение. Тогда это писалось Гокча или Гокча, значит, и не увидим Севана. Ну, это не совсем правда, потому что есть карты периода Российской империи, особенно. Я думаю, он касался военной карты Кавказского края 1903 года, да, где действительно, значит, написано только одно название Севана, но из примерно 40 карт 19 и начала 20 века, которые мне попадались, обычно пишется Кокча, в скобках Севанг, Г в конце, да, потому что это название Севана-Ванка, значит, Ванг – это храм. Да. Ну, это такое сочетание двух армянских корней. Севан – это название полуострова, оно встречается в армянских источниках с X века, насколько я помню. То есть вот Севанская битва известна, это не озеро, а полуостров, потому что озеро называлось Герамским или Гераркуникским, да, озером. Чтобы понятно было, Аркуник, вот расшифруйте, пожалуйста, Гераркуникское, чтобы понятно было, что корни какие там. Ну, там, скорее всего, там важен первый корень, потому что вот это Герам, это, значит, один из легендарных потомков Хайка и, соответственно, основатель также Сюника, да, потому что вот считается, что Герам переселился в бассейн Севана, оттуда, значит, Сисак, его отпрыск, распространился дальше на юг и считается, ну, поскольку Севанский бассейн в античности входил в состав Сюника и в раннее средневековье, сейчас это немножко странно, да, в 50 километрах от Еревана был Сюник, не так далеко, как сейчас, да, но вот. Значит, историческое название озера Герамское. Гераркуник – это очень тоже старый топоним, и надо сказать, что в грузинских источниках средневековых озеро тоже называется Гераркуникским. Ну, там Л вместо Г, потому что в древнеармянском тоже он звучал как Л. Ну, в общем, можно уйти далеко в историю, но на самом деле, как я отметил, на большинстве карт отмечено все-таки два названия, то есть Гокча и Севан, Севанга. И можно просто открыть эти карты, посмотреть. Зачем Алиеву нужно делать такие заявления? Мне кажется, что, во-первых, это было действительно, в Армении я знаю, что это многим не нравится, но это было 80-летие Академии, здесь он давал какие-то дидактические наставления, не только про Севан, например, у Алиева было выступление обширно про азербайджанский язык и влияние иностранных слов, причем, если вы углубитесь в контекст, это напрямую касается, например, влияния турецкого языка на азербайджанский, потому что там речь шла о сериалах, о каких-то таких вещах, которые меняют современный азербайджанский язык, и что это очень, очень плохо и нежелательно. И вот есть такая тенденция, что вот просмотр турецких сериалов, которые очень популярны в Азербайджане, влияет на то, как меняется азербайджанский негативно язык. Да, и это тоже было преподнесено, например, то есть прямо не указывается, но указывается как негатив. Я думаю, что, конечно, если мы говорим о конкретных, значит, о смысле этого заявления, оно не конкретно в данный исторический период, это такая долгосрочная политика, долгосрочный план Б, и на всякий случай, так скажем, то есть Азербайджан с одной стороны идет на мирную повестку, да, как было сказано, был открыт транзит для армянских грузов, это действительно очень важное достижение, мы видим прогресс в целом и готовность азербайджанской стороны предпринимать какие-то шаги, которые демонстрируют добрую волю, как минимум, вот в этом мирном процессе, но при этом сохраняется также вот это план Б и политика кнута и пряника, она в данном случае хорошо очень проявляется. Какой он, этот план Б? План Б – это если будет какое-то, то есть другое развитие и другие какие-то сценарии развития армяно-азербайджанских отношений, чтобы вот всегда был вот этот план исторический в том числе, да, что вот это наша территория, условно говоря. А к этому времени и ученые подтянутся, и будут какие-то исторические основы закладывать под эти заявления? Ну, под эти заявления уже давно заложены исторические основания. Еще в начале 90-х это все началось. Первая книга, которая мне попадалась, по-моему, 92-го года, когда территория Армении была названа Западным Азербайджаном или что-то близкое по смыслу. Это с 90-х годов, да? Да, конечно, это еще и в 98-м году
значит, активно начало формироваться. И, то есть этот термин не сейчас придумали, и понятно, что и историческая концепция. В 2016 году Алиев заявлял, что Ереван – это азербайджанский город, да, и исторический, что вообще армяне часто, например, заявлялось о том, что армян переселили на территорию всей современной Армении, из Восточной Анатолии и Персии. Сейчас было сказано, нет, он сказал Карабахский регион. Да, только Карабахский. Ну, это немножко. Почему да. так? Ну, потому что вопрос. Сузил он. Потому что главная тема это Карабах, да, потому что главная угроза, которую Азербайджан видит в будущем, это тема возвращения в повестку карабахского вопроса или вопроса арцахских армян, да. И, соответственно, вот план Б, который существует у них, это оставить этот сценарий и оставить некоторую такую память, чтобы в случае чего ответить или, значит, предпринять такие превентивные шаги. Я думаю, это еще долго будет. Плюс, у нас 30 лет все-таки общество жили в очень параллельных исторических реальностях. И, например, когда и у нас говорят, что вот в 19 веке, в начале 20 века вот у Севана действительно озеро могло называться и Гокча, и более распространенным было это название, особенно в русских источниках, потому что русские отдавали предпочтение тюркским названиям. Мы это знаем, очень такая практика, об этом есть много в армянской прессе 19 века, потому что армянские названия очень часто использовались жителями армянских сел, а поскольку тюркское население было очень мобильным, оно разносило как бы свои названия на более обширную. И жители отдаленных армянских сел, они могли назвать армянские села точно так же тюркскими названиями. Вот у нас в Лоре есть известный пример Одзуна. Одзун всегда был армянским селом, то есть там никогда не было азербайджанского населения или какого-то другого. Причем, как минимум, 7 века у нас католикос Хованес Одзнеци, да, один из основателей армянской церкви в современном виде. И вот Озун, он с позднего средневековья, поскольку в тюркских языках, значит, нет звука «дз», и есть так закон гармонии гласных, когда, значит, гласные корни влияют на другие гласные в окончании или, может, даже в начале. Вот он стал Узун. Узун значит длинный на тюркских языках. И вот в османском дефтере есть 1590 года лорийского элаета. Был очень короткий период, когда Османская империя захватила и создала такую административную единицу. Там есть село Узун, жители христиане. И вот очень часто такая смысловая адаптация. У нас, вот смотрите, 1000 лет существует Одзун, и из-за того, что звук не могут произносить, он становится Узун. Узун это длинный. Потом он стал еще Узунлар. И вот если вы спросите старшее поколение лорийцев, как называется это село, они скажут Узунлар. Потому что длинное, да, буквально по-тюркски. Но там никогда не было тюркского населения. И это тоже характерный пример. Там то же самое Тифлис, то же самое Ереван и прочее, да. То есть вот названия они адаптировались под другой язык. И потом очень долго оставались, скажем так, живучими. И в этом смысле, конечно, если бы у нас была такая простая история, у нас не было такого сложного конфликта. И то, что, скажем так, одни политики видят одни названия, другие видят другие названия, или одни политики видят только одну эпоху, не замечают, почему так сложилось, другие видят другую эпоху, не замечают, что было после. Значит, это понятно, это вот часть нашего конфликта. Я думаю, нашим историкам, конечно, в будущем надо будет создавать и как-то попытаться создать некоторую также общую историю. То есть переплетенная история, можем так сказать. Потому что конца и края не будет, если так. Да, конечно, потому что, если мы захотим, мы всегда найдем исторические периоды, где все-таки наше присутствие в этом регионе выходило далеко за границы Армении. И есть исторические периоды, где армянское население на территории Армении было очень незначительным, да, по разным причинам, там Шах Аббас и прочее можно вспомнить. То есть, смотря какой период рассматривается, да. В какой-то момент вот здесь вот превалирует. Конечно, но мы же не можем перенести Республику Армения или Азербайджан в 19 век, или в 13 век, или в 1 век до нашей эры и прочее. То есть, если мы смотрим так на конфликт, это в принципе то, с чего начинался конфликт, да, с битвы историков. И сейчас я замечаю, что и многие армянские историки, лингвисты, они тоже включаются в эту борьбу с очень сильными эмоциями, потому что для них это искажение действительности.
Да, с одной стороны это так, и политики никогда не касаются истории как-то беспристрастно, объективно, но с другой стороны... используют историю как рычаг давления. Инструмент. Безусловно, но любой политический дискурс в этом смысле ее то так, то однобокий, да, потому что и наше восприятие этой же истории, оно однобокое. Мы же вообще считаем, что вот, скажем так, та часть истории, которая была позднее, она не имеет никакого значения, да, то есть вот для нас важна, например, средневековая история. Мы очень и символически, они, церкви, архитектура очень богатая, или Тигран Великий. Для азербайджанца, который жил в начале 20 века на этой территории, да, ему какая разница, что было 2000 лет назад? Азербайджан втягивает Армению в эту полемику, это уже проблемно. Азербайджан не втягивает Армению, то есть Азербайджан использует этот инструмент как часть своей политики, я думаю, и это используют для себя, да, потому что, очень часто вот тоже есть такое утверждение, что мы должны показать международному сообществу истинную историю региона. Вот у нас наше представление... Да, существует, что есть некоторый такой зритель, и мы можем представить аргументы, и кто-то нас оценит, и это поможет нам, нашим современном политическому регулированию. Я так не думаю. Я полагаю, конечно, что нам нужны очень хорошие академические исследования, в том числе о том, что происходило последние 200 лет. Я полагаю, что таких исследований нет у нас. Вот в начале 20 века, например, были неплохие армянские работы по этой теме, более объективно. В советский период и позднее. С 1820-х, да? Нет. Это когда была уже этнография хорошая, это было когда уже, это конец 19 века. То есть там у нас и Азгагракан Хандес, да, этнографический журнал. Потом Давид Ананун есть очень хороший исследователь. Я говорю, втягивают нас в эту полемику. Нет, не втягивают. Это должна быть хорошая академическая традиция по этим вопросам. Я считаю, что у нас ее нет. Я считаю, что ее тем более нет в Азербайджане. Могут на меня, конечно, обидеться. То есть та часть истории, которая представляется у нас, и та часть представляется у них, она слишком однобокая, да, при этом она может быть академичной в строгих смыслах, например, если там изучается нумизматика Карабахского ханства, могут быть великолепный специалист или специалисты по османским дефтерам, да, вот османские налоговые реестры, которые показывают, все практически население есть издано на азербайджанском языке, например, Карабах Кянджинского вилаета, открывайте сотни армянских сел, там приведены имена всех мужчин, налогоплательщиков, да, и то можно восстановить географию на Горном Карабахе и далеко за пределами, то есть вся вот эта горная область Кянджи, и там мужчины с именами Мартирос, Хачатур, Хованес и так далее, но вряд ли они были азербайджанцами. Да? Можно и сжечь эти докторы. Нет, они изданы на азербайджанском языке, и я их использовал, они их используют. То есть есть узкие специалисты, которые этими занимаются, да, и в армянском, то есть у нас здесь прекрасные лингвисты, прекрасные специалисты по средневековой архитектуре. То есть надо просто остановиться и добрососедство, да, чтобы начало действовать. А если нет, я думаю, то значит это вечное... Нет, есть область, которая не исследована, и где требуется другая методология. То есть недостаточно просто ссылаться на какие-то карты, когда есть другие карты, тем более, да, и тоже нужны академические исследования и в этом смысле, но они должны вести к пониманию больше друг друга, да, к пониманию взаимной истории. Я много раз говорил, что армянские источники, все, что я читал 19 века, начало 20-го, это богатейший источник по истории азербайджанца, потому что соседние села очень много описывается, быт, детали, этнография, взаимодействие крестьян, образ жизни и прочее. Когда-нибудь они этим займутся и увидят также часть своей истории в этом, да, и то же самое, возможно, есть какие-то материалы, которые будут интересны для нас, тем более в архивах Азербайджана. То есть это тоже область, где нужно будет работать в будущем. А пока я, к сожалению, не вижу, во-первых, смысла армянской стороне вовлекаться. Вы помните, была встреча Алиева Пашиняна, это 2018, наверное, год или 19 в рамках Мюнхенской вот этой конференции безопасности, когда один говорил опять про, Тиграна Великого, Ереванское ханство и прочее, да, и другой про Тиграна Великого. Да. И чем это закончилось? То есть мы сейчас можем то же самое сделать. Закончилось войной 20-го года. Вот, смысл. То есть я не думаю, что сейчас будет война, да, но смысл доказывать и показывать именно на политическом уровне, как я говорил, политики
как правило, не самые хорошие историки. Ну, поэтому возникает вопрос, зачем Алиеву такие заявления делать. Теперь, если вы не против, я как-то анонсировала эту тему только что, прошла встреча представителей гражданского общества, так, по-моему, называлась эта встреча, представители Армении, Азербайджана, вы со стороны Армении тоже приняли участие. И ожидается ответная встреча в Баку. Эта встреча, кроме того, что встреча состоялась, хоть какое-то маленькое положительный результат или что-то положительное было в этой встрече, кроме самой встречи? Знаете, мне положительно то, что она происходила. Они приехали в Армению и сели за круглый стол. Положительно то, что она происходила на территории Армении, и положительно то, что это будет потом происходить на территории Азербайджана, потому что все-таки такие встречи, они происходят, наверное, с конца 80-х годов, если мы говорим о также попытках неправительственного сектора контактировать, в том числе по конфликту армяно-азербайджанскому. Но не на наших территориях, на нейтральных. Были также случаи встреч на армянской территории, на азербайджанской. В 90-е годы были такие обмены, в начале 2000-х было. В 2019 году, мы помним, была поездка также 5, по-моему, армянских участников в Баку и приезд азербайджанских. Это была последняя такая попытка и случай. Я думаю... Предвоенная. Да, предвоенная, и, конечно, она была такая несерьезная также по намерениям. Да, мы были очень далеко, наши позиции были очень далеко, был конфликт, и мне кажется, что все-таки гражданское общество и в Армении не имело механизмов решения конфликта. То есть для нас было нормально то, что сложилось в 1994 году. Для них это было ненормально. И говорить о том, что было бы допустимо для нас и для них, не имело смысла. Это была слишком большая дистанция. Сейчас эта дистанция гораздо меньше, потому что конфликт закрылся не очень хорошо для армянской стороны, мягко говоря, да, но все, что может быть по эту или по ту сторону, это уже слишком неадекватный сценарий развития. Следовательно, мы можем обсудить, и у нас есть повестка, у нас есть Вашингтонские договоренности, да? У нас происходит, как было отмечено, в этот же день, во время день встречи, было объявлено об открытии транзита для Армении. Соответственно, у нас новая повестка также для обсуждений. Как правило, речь идет уже о двусторонних отношениях. Речь идет о восстановлении каких-то нарушенных контактов, в том числе, например, в приграничной зоне и так далее, и так далее. Я считаю, что это более конкретная повестка. Я считаю, что уже наши позиции, они гораздо ближе, чем были раньше. То есть, и, следовательно, надо попробовать по итогам одной встречи все-таки экстраполировать какие-то выводы, наверное, сложно, но мы сделали свои предложения, азербайджанская сторона свои. А вам позволено чуть-чуть раскрыть вот эту завесу и сообщить нам хотя бы одну тему, которую вы обсуждали, что было уже обоюдное обсуждение? Вы друг друга слушали? На самом деле, да, многие участники, они уже высказали, что мы обсуждали. Конечно, конкретно все... Нет, конкретики не было. Борис Новосардян у меня был в гостях, я ему очень благодарна, он тоже очень интересно рассказал об этой встрече, но все-таки конкретно, хоть один пример по одному вопросу. Не общий такой. Общие коммуникации мы обсуждали. Например, нет, я на коммуникации любой вопрос, который на ваш гуманитарные вопросы, пожалуйста, например, тот же вопрос с армянскими военнопленными, да, и азербайджанская сторона, представители потом также высказывались в СМИ по этому вопросу, например, то есть общее представление, оно такое, что если для части, той части армянских, то есть военнопленных, да, или лица, Азербайджан считает, что это просто, подсудимые, преступники и так далее. Понятно, что... Сепаратисты, террористы, это все мы знаем. Понятно, да. И вот есть группа, которая относится к лидерам, да, Нагорного Карабаха, бывшим военно-политический. И в этом смысле азербайджанская позиция, она довольно безапелляционная и непримиримая, то есть не может быть никаких обсуждений. По остальной части, в ходе прогресса этого и развития мирного процесса, вероятно, более положительно для армянской стороны, например, решение
Вот один из конкретных примеров. Это значит, что они могут быть теоретически, если у нас будет прогресс в этих отношениях, возвращены в Армению. Но все, кроме вот этого военно-политического руководства Нагорного Карабаха. То есть вот один из таких вопросов. Понятно, что это самый болезненный для нас вопрос. Второй вопрос как раз связанный с терминами историческими, в том числе, или Зангезурский коридор и так далее. Да. Это здесь вызывает наибольшее, так скажем, раздражение, да, и не способствует, да, к созданию атмосферы мира. У азербайджанской стороны восприятие оно более широкое. Конечно, я полагаю, что оно не совсем, конечно, удовлетворяет армянскую сторону, но они видят это не как конкретный участок, который пересекает территорию Армении, а как более широкий участок. И отсылают к тому, что есть, например, Восточный Зангезур, вот так, на их территории. Но мы же тоже можем назвать, по-разному можно назвать, правильно ведь? Да, можно назвать по-разному. Ведь это же условные названия. И вовлекаться в эти конфликты. Но важно то, что все-таки формальная сторона, это вот можно судить по последним таким месяцам, да, все-таки формальная сторона и договоренности, которые были достигнуты в Вашингтоне, они являются рамками того, что у нас будет на земле. А вот как это будет называться? Ну, кто-то будет называть так. Понятно, мы не будем называть так. И понятно, что было бы желательно, и чтобы не было таких разночтений, но я считаю, что гораздо важнее, какие будут регулировки, да, этой дороги, и когда она заработает. Все-таки это тоже очень важно, и нельзя затягивать, да, этот процесс. Мое видение заключается в том, что, я забыл упомянуть в начале, что нельзя зацикливаться на трипе, потому что в лучшем случае он будет заработать года через 3-4, на мой взгляд, потому что там много участков, которые нужно восстановить. И если мы хотим нормальную дорогу, нужно потратить больше усилий. Да? То есть, в принципе, если мы хотим что-то быстро работающее, быстро открыть, и потом это будет плохо работать, это, в принципе, в советское время так делали, построили дорогу, а потом еще 10 лет ее дорабатывали. Вот нам нужно все-таки какие-то другие решения. Но у нас есть другие дороги, как я отметил, по автомобильные пути есть, которые 2 КПП восстанавливаем на армяно-турецкой, армяно-азербайджанской границе, и самый короткий путь из Турции в Азербайджан открыт. Да? Вот, например, если вы едете из Грузии, самый короткий потенциальный путь это вот Карцахи, Ахалкала, Кицалка и далее Красный мост в Азербайджан и далее Баку. Вот по территории Грузии эта дорога займет где-то 4,5, почти 5 часов. Вот по территории Армении, чтобы попасть из Карса, например, в Газах, вам потребуется где-то 3 часа, 3,5 максимум часа. Там еще нужно складывать путь до Карса и Газаха, то есть там еще час где-то. То есть у нас разница где-то 2,5 часа вот между этими маршрутами. И понятно, если вы водитель и вам говорят, по какой дороге поедете. А безопасность? Понятно. Безопасность – это важный вопрос. Этот вопрос беспокоит, конечно, азербайджанскую сторону. Этот вопрос беспокоит армянскую сторону, да, потому что все, что мы будем делать, то есть все, что делает Азербайджан, по идее, должны делать также мы. И все, что, значит, если это будет... обеспечение безопасности обоюдное даже. Как-то нужно этот вопрос решить. Я полагаю, что мы можем этот вопрос решить. Последний вопрос. Такое впечатление, правильно ли такое впечатление, так я построю вопрос, что открытие коммуникаций нужно Армении, Азербайджану не нужно. Азербайджану нужна всего лишь дорога на Нахичеван и материковый Азербайджан. Все остальное, о чем мы говорим, и о чем вы говорили, что планируются потенциальные возможности, это все нужно Армении и может остаться на бумаге. А Азербайджану это не нужно. Мы сказали, что Грузии тоже, в принципе, это не очень интересно. Нет, во-первых, все-таки коммуникации, как я сказал, которые проходят через Армению, они самые короткие, и не только через юг Армении. Через юг Армении они как раз таки самые длинные, если речь не о связи именно на Нахичеване с Азербайджаном. Да? Но все-таки вот эта южная дорога, которая проходит по территории Армении, нельзя открыть одну дорогу и все остальные, чтобы были закрыты. Помимо этого, нам же важно не только открытие границ с Азербайджаном, нам очень важно открытие границ с Турцией. И, соответственно, это два разных также случая. И сейчас речь не только об армяно-азербайджанских отношениях, но и армяно-турецких отношениях. И
И в этом смысле я не думаю, что Азербайджан здесь один игрок, да, и только одна заинтересованная сторона. Турция также заинтересована в открытии коммуникаций. Но Азербайджан препятствует этому открытию. Азербайджан препятствует под формальными предлогами или под предлогом того, что, например, у нас еще нет конкретных решений по тому же южному, значит, по южной дороге. Но это же не какая-то игра, чтобы просто придумывать новые причины. Азербайджану нужна эта дорога, важна эта дорога, мы должны это понимать. И я считаю, что мы заинтересованы, чтобы эта дорога проходила по нашей территории, а не по территории Ирана, например. Да. Всегда хорошо. А если задача Азербайджана препятствование имеет следующую задачу, чтобы не давать Армении развиваться, экономическое развитие Армении, препятствует экономическому развитию? Тем самым Азербайджан же препятствует и своему экономическому развитию. То есть, вот поэтому у меня вопрос был, это нужно только Армении или Азербайджану? Нет, это нужно и Азербайджану, потому что это, как я сказал, более оптимальные маршруты на запад. Это более, значит, это отношение также, это фактор Турции, которая может со временем также поменять свой подход и, например, в одностороннем порядке открыть свою границу с Арменией без согласования с Азербайджаном. Это ведет к тому, что Азербайджан получает более такой привлекательный образ также в международных коммуникациях. Это важно и нам, и Азербайджану. На самом деле мы сейчас придумаем сценарий, как напугать друг друга, но да, вот мы заинтересованы в том, чтобы через нашу территорию проходили международные коммуникации. Сейчас исторический момент, чтобы это проходило именно через Южный Кавказ, и, соответственно, мы должны работать над этим. Да? Плюс это ведет к тому, что улучшаются отношения Азербайджана с условным Западом. Азербайджан подписывает на фоне нормализации с Арменией договор о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, скорее всего, но это тот договор произойдет. Работает, а с Арменией, может быть, он прекращает? Нет, я не думаю, что так произойдет. Я думаю, это взаимосвязано, и Азербайджан получил эту возможность именно потому, что пошел на этот шаг. Следовательно, поскольку эти отношения очень важны для Азербайджана, отношения с Западом, я не думаю, что у нас такой детский садик, да, извините, где можно принимать такие серьезные решения, а потом от них отказаться. И, собственно, Алиев об этом, кстати, говорил, что мы считаем, что это значит, мы очень серьезно относимся к этим договоренностям и считаем, что это также с армянской стороны, это не, значит, договор между Пашиняном и Алиевым, а между Арменией и Азербайджаном. Ну, я думаю, что все опасения, все негативные, весь пессимизм, который, возможно, было, я все эти вопросы уже направила вам и попросила вас прокомментировать. Будем считать, что нужно смотреть вперед, и все будет хорошо. Я думаю, нужно решать вопросы, которые можно решить, и поскольку любое решение, оно влияет положительно на двусторонние отношения, со временем этот багаж накопленных плюсиков будет таким, что мы будем больше доверять друг другу. Да. Спасибо огромное за сегодняшнюю Спасибо встречу. Вам тоже. Спасибо, дорогие друзья. Эксперт Центра исследований политики безопасности Самвел Меликситян был у нас сегодня в гостях. Беседу вела Ганя Ракелян. Всех благ и пусть будет мир.